Эти кадры с интернета, на них любители синтетических веществ. В их поступках нет логики, а речь не больше, чем несвязанные выкрики. Эти кадры сняты на прошлой неделе в Казани на улице Минской. Мы показали их специалистам. Врачи утверждают, именно так себя ведут под воздействием синтетики. Это соли. Это явление нам знакомо. Это психоз интоксикационный на фоне передозировки. Человек не отдает отчета в своих поступках, является опасен для себя, для общества и подлежит госпитализации. Часто они попадают в республиканский наркодиспансер. Возраст от 19 до 21 года, совсем молодые. Весной, констатируют медики, и связывают это коронавирусом и изоляцией. Количество поступающих заметно уменьшилось. Вот осень и начался сезон. 19 лет было, я решил попробовать первый раз наркотик. Все началось с минуты удовольствия, говорит Ксения. Она 8-й месяц лечится в одном из казанских реабилитационных центров. Сюда попала, когда поняла, что самостоятельно не сможет покончить с синтетикой. Признается, что потратила на химию столько, что хватило бы на обучение за границей. Но тогда готова была отдать все за грамм соли. Все, я чуть не покончил жизнь самоубийством. И родители забрали меня и уже положили в центр, где мне помогли очень. Так что же такое соль и с чем ее едят? Это синтетический наркотик, крайне опасный для здоровья. И хотя появился он сравнительно недавно, 5-7 лет назад, последствия от его употребления катастрофические. Соль воздействует на организм так, что человек может не спать несколько суток. Он не чувствует собственное тело, исчезает память. По сути, соль делает человека зомби. Это и проблемы со здоровьем психическим, а последствия проблемы с соматическим здоровьем, поскольку любое наркологическое заболевание влечет и осложнения со стороны внутренних органов. Только в этот реабилитационный центр, а их в республике десятки, ежемесячно поступают как минимум 7 пациентов. И это те, кому нет и 30. Их привозят родственники. Решетки на окнах здесь не зря. Чтобы найти дозу, пациенты не раз пытались убежать. У этих пациентов нет осознания проблемы. И зачастую они до последнего отказываются от лечения. Они говорят, я справлюсь. То есть такое заблуждение, иллюзия возникает в сознании. И почти 95-97% это они приходят благодаря своим родственникам. Кто ищет, тот находит, говорят врачи. Хотя синтетические наркотики запрещены. Однако дилеры находят все новые и новые пути. Полицейские говорят, все чаще перекрывают каналы поставки. Если за 9 месяцев 2016 года правоохранительными органами было перекрыто 34 канала, то за 9 месяцев 2020 года уже 49. Всего за 9 месяцев 2020 года из незаконного оборота в республике изъято более 150 килограмм запрещенных веществ. В МВД просят всех, кто владеет любой информацией, касающейся синтетики, сообщать по телефону доверия или позвонить 02. А родителям нужно быть внимательными к своим детям и их поведению. Фируза Мазитова, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.